Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире передача «Охота и рыбалка в Якутии». Вот и солнце начинает пригревать, значит, скоро весна. Мужчинам не втерпешь, они уже начинают сборы к весенней охоте на водоплавающую дичь. Ведь для них охота – это не просто добыча дичи, но и бесценное время, проведенное на природе в компании друзей. Сезон охоты пройдет быстро, и они вернутся домой загорелыми, веселыми, кто-то без добычи, а кто и с добычей. Последние, зайдя домой, с гордым видом начинают выкладывать дичь из рюкзака, всем своим видом показывая, что наступил черед хозяйки. А дальше именно нашим милым хозяйкам приходится завершать весь процесс охоты уже совсем не романтичным делом ощипывания и разделки дичи. А потому уже по устоявшейся традиции многие мужчины не умеют быстро и правильно разделать утку и приготовить что-нибудь вкусненькое. Уважаемые мужчины, напоминаем, скоро женский праздник 8 марта. Для нас это повод лишний раз выразить свою любовь к своим возлюбленным, еще раз проявить нежные чувства, взяв на себя часть хозяйственных забот. И потому сегодня, в канун женского праздника, мы расскажем и покажем нашим уважаемым мужчинам, как правильно ощипывать и разделывать турпана и приготовить из него вкусное блюдо. Поможет нам в этом ветеран Байкало-Амурской магистрали, отличник культуры, спорта, охраны природы республики, почетный гражданин Абыйского и Сунтарского улусов Василий Иннокентьевич Сорокаумов. Едем в Хатасы, где живет Василий Иннокентьевич. Уютный домик Сорокаумовых встретил нас вкусным запахом рыбного пирога и праздничной атмосферой. На выходные приехали внуки. Первый пирог уже томится в духовке, а на столе лежит заготовка второго пирога. Василий Иннокентьевич рассказывает, как подготовить рыбу для рыбного пирога. Когда мерзлая рыба оттает, берешь и руками отдираешь от рыбы всю кость. Тогда в филе рыбы не останется ни одной косточки. И мы не опасаемся, что внуки наши подавятся костью. Голову, предварительно удалив жабры и кости, отправляем на уху. Обычно я варю голову чера с карасями. Получается уха высшего класса. Учуяв дразнящий аромат свежеиспеченного пирога, с улицы вваливается веселая ватага детей. Быстро помыв руки, они садятся за стол и начинают уплетать за обе щеки. А нам пора идти ощипывать и разделывать турпана. Турпан для нас, северян, желанная пища. Теперь, друзья, я покажу, как правильно ощипать турпана. Жировик на хвосте мы называем саосиря. Если рассуждать по-якутски, то это как косметичка для девушки. Утка выделяет здесь жир и обрабатывает им свои перья, чтобы они не промокли. Перья на жировике следует сразу после того, как добыли утку, убрать. Тогда утка не портится. А если не убрать, то при хранении выделяется жир, и внешний вид турпана, перья, уже становятся не такими. Появляется прогорклый привкус мяса.
На этом селезне турпана перья на жировике удалены. Это правильно. Перед тем, как ощипывать, внимательно осматриваем тушку. Вот у этого турпана сломано крыло, поэтому надо быть очень осторожным. Можно пораниться острыми обломками костей. С древних времен якуты набивают утиными перьями подушки, перины. Для этого годится не всякое перо. Начинаем с грубых перьев. Убираем с боков, с огусков и окорочков утки. Их мы сразу откладываем в сторону, потому что они не годятся. Нам подойдут более нежные перья, пух турпана. Чтобы ощипать турпана, требуется сила пальцев. И еще один секрет. Пальцы время от времени нужно мочить на губке с водой. Выдергивать перья нужно резким движением пальцев. Маленькие дети и молодые девушки не смогут проделать эту операцию. Так крепко оперение турпана. Тут можно было бы рекомендовать самый простой, по мнению тех, кто ощипывал не одну утку, метод ошпаривания. Вы кладете птицу в достаточно емкую посуду, ошпариваете ее кипятком, выдерживаете в такой горячей воде в течение 15 минут и приступаете непосредственно к ощипыванию. Но у Василия Иннокентьевича как-то рука не поднимается ошпаривать турпана, поэтому он приступает к процессу ощипывания. Начинать ощипывать утку необходимо от груди, постепенно перемещаясь к области спины и шеи. Тушку птицы стоит ощипывать против роста пера, максимально приближенными к коже птицы небольшими, но точными захватами в сторону роста пера. Вначале это может показаться сложным, но надо просто набить руку. Эту утку подбили в угон, потому что дробь попала в него сзади. Стреляли в лед, пропустив вперед. Вот сидишь, ощипываешь турпана, рассматриваешь, анализируешь. Тогда кажется, что ты сам побывал на охоте, сам добыл эту утку. А теперь я вам покажу, как правильно разделать утку. Для этого понадобится нож, кухонные ножницы и посуда для складирования. Все должно быть под рукой. Нож для разделки турпана должен быть острым. В первую очередь нужно удалить крылья. Здесь своя система, своя последовательность, которую нельзя нарушать. Таков закон. Не задевая мясо, отрезаем крылья. Здесь есть определенный порядок. Держишь именно таким образом, иначе никак. Вот смотри, незнающие люди мучаются, пытаясь разрезать эти сухожилия. Если захватить рукой крыло, вот таким образом, то крыло легко отрывается. Таков закон, по-другому нельзя. Видишь, просто надо выкручивать, а не резать ножом. Мы, северяне, приучены этому с давних времен. Это крыло сломано, поэтому его убираем. Отрезаем лапки. Многие их просто выбрасывают. А я использую их для приготовления харчо из турпана. Можно, конечно, просто отрубить ножом когти, но я применяю ножницы. Так удобнее и быстрее. Отстригаю ножницами когти лап и кладу лапы в сторону.
Mana diğerini vurduk tut. Buna da olmanı görüyor. Так, ne bitman ne? Убираем огузок. Снимаем кожу головы. Делаем надрез на коже и затем с помощью большого пальца отдираем шкуру головы. Там, где глазница утки, пользуемся ножом. А теперь, уважаемые телезрители, мы повторяем для вас еще раз. Надо заметить, что испокон веков шкурку утиной головы обычно наклеивают на стену летней кухни или на дверь чулана. Кожа хорошо наклеивается на дерево и держится крепко. Так, наверное, наши предки в старину украшали свои жилища. Теперь режем вот так. Здесь тоже свой порядок. Режем именно таким образом. Многие не могут найти этот сустав и мучаются. Затем тянем вот так и отделяем от утки. Как видите, делается продольный разрез посередине грудки вдоль килевой кости. Кожу и мясо нужно прорезать до кости. А здесь важно найти сустав. Для этого пальцами нащупывают его и делают в том месте надрез. Затем разрезают ребра и берут в одну руку килевую кость, а другой прижимают тушку к столу и с силой тянут, удаляя каркас, килевую кость. Далее убирают внутренности, вынимают глотку с пищеводом и зобом. Желудок обычно бывает покрыт внутренним жиром. Его оставляют, а внутренности удаляют. Бывает так, что неопытные хозяйки не трогают легких утки. Это неправильно. Легкие следует обязательно удалить. С помощью ножа отсоединяют окорока, захватывая мясо ближе к спине. Таким же образом отделяют крылья, делая надрезы ближе к позвонку. В детстве мы помаленьку охотились на уток с помощью капканов и насторожки на уток, тирге. В те времена новые капканы доставать было очень проблематично, поэтому мы находили старые, вышедшие из строя капканы и ремонтировали их кто как сможет. Вот так и копошились целое лето. У каждой утки есть любимые места, где она, взобравшись на кочку или топляк, греется на солнышке, сушит перья. Мы заранее замечали такие вот места и наблюдали, когда утки выходят кормиться, когда отдыхают и на какие места, каким маршрутом плывут. Отметив маршрут, выстраивали в несколько рядов изгороди из стальника. В этой изгороди, в местах, покуда утка любит заплывать на кормежку, оставляли проходы, в которых устанавливали петли. Утка, обходя изгородь, замечает проход и, заплывая туда, попадает в петлю. Василий Иннокентьевич берет отложенную в сторону тарелку с головой, лапками и субпродуктами утки.
Это он готовит ингредиенты для супа а-ля харчо. Как известно, суп харчо – национальный грузинский суп. Делали исключительно из говядины. Но сейчас суп харчо готовят из различного мяса – свинины, баранины, телятины и даже из птицы. Сегодня мы будем свидетелями, как Василий Иннокентьевич готовит суп харчо из турпана. Для того, чтобы приготовить это блюдо, понадобится утка, лапки, мозг, язык, печень, сердце и желудок. Также необходимы рис, лук репчатый, чеснок, острый перец, томатная паста. Почему-то считается, что блюда грузинской кухни должны быть очень острыми, и при приготовлении их не жалеют острого перца, видимо, для национального колорита. Василий Иннокентьевич советует класть перец по вкусу. Пока суп харчо варится, Василий Иннокентьевич предлагает нам мастер-класс по правильному ошкуриванию мерзлой рыбы. Это замороженная рыба. Не смотрите, что она маленькая, зато она очень жирная. Выловлена в озере, на берегах которого я вырос. Отправил ее мой родной брат из Абыя. Нож для разделки рыбы должен быть остро наточенным. Я покажу, как правильно точить нож. Многие не умеют правильно точить, и вместо того, чтобы сделать нож острым, как бритва, тупят, портят лезвие. Сначала проводим брусок вот так, то есть от себя. Зачем тянем брусок к себе? Молодые, не знающие, точат только в одну сторону. Вот такие нюансы. Поэтому я даю им вот такой совет. Для строганины лучше брать небольшую, но жирную рыбу. Жирная рыба бывает округлой, на ощупь жирной. Судя по яркому пятну крови, эта рыба свежевыловленная. На строганину идет только живая, не уснувшая, то есть не умершая в сетях рыба. Рыба вот таких размеров самая подходящая. Мясо у нее вкуснее, чем у большой рыбы. Василий Иннокентьевич берет рыбу за хвост и, уперев головой в картонку, срубает плавники. Затем осторожно, острым ножом, чтобы не повредить жировой слой, счищает кожу. Для этого необходимы навык и тренировка. Некоторые кожу пытаются сдирать, но для этого приходится рыбу частично оттаивать, что нежелательно. Увидев и услышав, как дедушка строгает рыбу, подтягиваются внуки. Самая смелая выхватывает из-под руки дедушки шкурку с жировым слоем и с упоением жует кожицу, сплевывая налипшую на губы чешую. Мы, горожане, привыкли строгать рыбу движением ножа от себя, уперев ее головой в холстину или тряпку. А мастер строганины кладет рыбу на колени и строгает движением ножа к себе. Сначала аккуратно снимает несколько крупных стружек по спине рыбины от хвоста до головы, практически чуть-чуть не доходя до хребта. Если их правильно снимать, должны получаться ровной толщины на всем продолжении и с прослойками красного жира с обеих сторон стружки. При употреблении такой стружки в пищу она разламывается руками на несколько частей. Вот это самая деликатесная часть строганины. Самая жирная и самая вкусная. Называется брюшко. Его следует нарезать так, чтобы досталось всем. И гостю, и детям, и старикам, и хозяевам. Эту часть плавниками мы отдадим зубастым, чтобы они с удовольствием разгрызли. Это все отдельное блюдо.
Sip. Itigid. Tuka, kaya bumati. Lahat naman. Затем начинается процесс снятия тонкой стружки мякоти по всей длине рыбины, по очереди по обеим сторонам хребта с таким расчетом, чтобы по краям стружек оставалась прослойка красноватого жира. На этих стружках полоска жира остается только с одной стороны. Стружки полукольцами укладывают аккуратной горкой на нижние жирные кусочки по кругу тарелки, выстраивая своеобразную пирамиду из красивых ровных стружек. Когда мы доедаем вкусную строганину, суп харчо доходит до кондиции, и нас зовут за стол. Мы дети войны. Выросли в тяжелые, голодные, холодные годы войны. Еды было мало. Многих от голодной смерти спасла охота на турпана. Мясо турпана очень питательно и вкусно. И в те времена, если в семье был ребенок, который выражал недовольство выделенным ему куском утятины, то делали так. Брали грудинку и клали на миску вот так. Кусок, положенный таким образом, казался капризуле большой копной, да и взрослые подзадоривали его. «Смотри, какой большой кусок тебе дали!» Раньше еду раздавали всем по норме, а не так, как нынче выкладывают в общую тарелку. Каждому доставался определенный кусок. Этому грудинка, этому спина. Хозяйке, как обычно, доставалась голова утки или шейка. А тому ребенку, который уже стал добытчиком, охотясь с ружьем или ставя и проверяя терге, селки на уток давали окорок. Жадный ребенок, видя, что его соседу достался такой маленький кусок, успокаивался. Вот такой огромный кусок у меня, а ему достались крохи. Маленькой дочурке, как самому балованному члену семьи, отбирали и клали в блюдечко мягкую часть утки, берегли ее зубки, халили всячески. Вот и пришла пора прощаться с вами, дорогие зрители. Мы поздравляем всех милых дам с весенним праздником, интересной, красочной и насыщенной жизни вам и вкусных блюд, приготовленных собственными руками ваших любимых. До скорой встречи! Yo, 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 yo.